Маленькая страна, но много пережившая страна. Абхазская демократия, она настолько интересна, что про нее стали писать одно время даже люди на Западе. Насколько уникальны выборы. Можно вспомнить историю 2004-2005 года. Но вспомните, сколько говорили про грузинские следы у Сергея Васильевича Багапши. Бжани, это же один человек, да? Оппозиционер вдруг превращается в президента. Но это как будто два разных человека совершенно. И в то же самое время, можем мы говорить о том, что Бадра Гумба это просто вот преемник Бжани? Я так не могу сказать. Уже выходят на авансцену политики, которые сформировались при новых реалиях. И я провел интервью со всеми 5 кандидатами. Есть вот этот запрос и понимание, что, действительно, а куда без России? Почему-то, когда про абхазов-нахлебников пишут, забывают о многих абхазах, которые участвуют в СВО. Кстати, да и погибают там, между прочим. Дорогие друзья, приветствую вас опять в нашей студии. Сегодня у нас замечательный гость Сергей Мирославович Маркедонов. Его представлять абхазской аудитории, да и российской тоже не стоит. Почему именно Сергей Мирославович? Недавно прошли выборы. Наконец у нас выбрали президента. И в течение этих выборов в инфополе звучало очень много мнений. От абсурдных до каких-то околонаучных. И по мнению многих тут в Абхазии, так как я знаю ситуацию изнутри, но самым адекватным было ваше. И вот хотелось бы сегодня побеседовать о нашей стране, которая вам тоже близка, ситуацию, которую вы прослеживаете уже на протяжении многих десятилетий. Сергей Мирославович, значит, повторюсь, прошли выборы. Вы за ними следили, насколько я понимаю. Мне хотелось услышать вашу оценку. Вот что произошло. Потому что для нас эти выборы вот в такой форме, они были впервые. Алхаз, спасибо, во-первых, за приглашение и за ваши комплименты. Они, правда, имеют такую, знаете, амбивалентную форму. С одной стороны, хочется, так сказать, знаете, щеки надувать и набираться уверенности, что ты такой крутой, что называется, как говорят студенты. С другой стороны, вы формируете ожидания очень высокие. То есть, если мой уровень был адекватный, то эту планку уронить нельзя. Иначе это будет разочарование, и иначе будет критика и так далее. И тему, которую вы сформулировали, она тянет, конечно, даже на хорошую статью, я так думаю, а то и больше. Если позволите, я оттолкнусь от одного вашего определения, которое вы мне дали. Вы сказали, вы следите, Сергей Мирославович, за ситуацией в Абхазии уже не первый год и даже не первое десятилетие. Я от этого оттолкнусь. Мне кажется, что большая проблема аналитиков и тех, кто обращается к ситуации в Абхазии, и те, кто занимался вашими соседями-грузинами, когда выборы там прошли парламентские, и теми, кто обращается с ситуацией в Армении, а там выборы будут в будущем году, Вот большая проблема аналитиков то, что они фокусируются на буквально последних днях, месяцах и оценивают ситуацию как абсолютно уникальную. Это уникально, это такого никогда не было. Я позволю себе с вами поспорить несколько и не согласиться. Первое, давайте, может быть, с темы, которая очень щепетильная, она сложная, и она очень диспропорциональная. Опять же, это не потому, что я сейчас включаю господина в пробковом шлеме, это для меня не свойственно, я этого никогда не делал. А просто потому, что действительно Россия большая страна, она вовлечена в очень много таких знаете, шахматных игр, как сеанс одновременной игры, Это и Дальний Восток, Китай, Юго-Восточная Азия, это Средний Восток, это, безусловно, и афганская проблема, Индия, это Ближний Восток. Одно из вопросов повестки дня, который Москва обсуждает и сама по себе, и с Вашингтоном, это Ближний Восток. Ситуация в Газе, Иран. Недавно Москва и Тегеран подписали стратегическое соглашение. Это Турция, безусловно. И на этом фоне, конечно же, постсоветское пространство, особая роль. Украина – это вопрос не только о том, в каких конфигурациях в итоге к концу СВО Россия и Украина дойдут. Это вопрос в том числе об идентичности двух стран и российской идентичности. Кто мы, откуда, куда идем, этот ряд вопросов.
И на этом фоне, конечно, то, что происходит в Абхазии, в российской повестке, где-то там вот у таких зануд, как ваш покорный слуга, или вот мой коллега Владимир Новиков, там Вадим Муханов, Николай Силаев, вот там ты да я да мы с тобой. 3-4 человека, которые более-менее об этом пишут. В Абхазии ситуацию выборов, ситуацию реагирования России на эти выборы, наверное, знает каждый таксист. Наверное, мы можем сказать, что в Абхазии там 1100 политологов. И это объясняется тем, что маленькая страна, но много пережившая страна. Очень много пережившая. Ведь период, даже если мы возьмем с середины 19 века до наших дней, для истории там 200 лет, 150 – это ничтожный срок. Для нас с вами, да, для одного поколения это много. Для большой истории это срок небольшой. И сколько у Абхазии всего было? Да, махаджирство, гражданская война, распад Российской империи. Кстати, и Великая Отечественная затронула Абхазию тоже, потому что немецкие захватчики доходили до Клухорского, Марувского перевала. Потом был очень сложный период вот этой советизации на пару с грузинизацией. Потом распад Советского Союза, 14 месяцев войны. Потери 4%. Я вот когда американцам говорю, они говорят, ну, да, абхазов погибло там 3-4 тысячи. Я говорю, теперь представьте в процентном отношении. Это как американцев 12 миллионов бы погибло. Они тогда хватаются за голову. Ой, как так? Да, вот так. После этого блокада, после этого попытки создания своей государственности. С одной стороны своей, с другой стороны большая зависимость от России. Вот все это на протяжении 2 веков в маленькой Абхазии. Поэтому 150 тысяч политологов. Поэтому особое восприятие любого интервью. Я ведь знаю и сам видел, да, и я бываю в Абхазии регулярно. Ну, как минимум раз в год бываю. И даже студентов вожу уже показывать вашу республику. Это диспропорция. Теперь давайте попробуем, вот решив эту задачу, так сказать, перейдем к следующей. Насколько уникальны выборы? Но я бы так сказал, если говорить о российском ресурсе, конечно, не уникальные. Можно вспомнить историю 2004-2005 года. Это когда Москва считала, что такая операция «Преемник», Рауль Хаджимба, как человек, который занимал пост премьер-министра, который выходит из структур КГБ, он ведь очень был многим похож вроде бы как бы внешне на Путина, да? Человек из КГБ, премьер-министр, молодой достаточно, да, амбициозный, большой, так сказать, патриарх Ардзинба, да, уходит, на молодого делает ставку, и вполне возможно он победит. Тогда была и встреча Хаджимбы и Путина. На тот момент, кстати, российские лидеры не то чтобы с абхазскими часто встречались, между прочим. В основном такие встречи, если и проходили, то в контексте урегулирования грузино-абхазского конфликта. А тут встреча была. Был скандальный концерт с участием Газманова, до сих пор его вспоминают в Абхазии, где там Абхазию с Аджарией перепутали. Ну, слава богу, хоть не с Бугенвилем перепутали, уже хорошо. Потом были тяжелых 2 тура. Вот вы сейчас скажете, уникальна тема внешнего следа. Там турецкие следы. Но вспомните, сколько говорили про грузинские следы у Сергея Васильевича Багапша. Супруга его Манана, да, она якобы грузинка. И вот Багапш, следуя, так сказать, влиянию жены, вот все сдаст Грузии, безусловно. Эта тема была. И были определенные ошибки сделаны, из них вроде бы, так сказать, извлекли уроки, и после этого отношение было такое, ну, неважно, кто победит, все равно, так сказать, пророссийский кандидат, так или иначе. Но, тем не менее, подобного рода прецеденты были. Дальше, если мы смотрим внешние факторы, ну, ситуация, когда после смерти Сергея Васильевича следующие были досрочные выборы, и, помните, вдруг всплыл, откуда ни возьмись, Тенгиз Китавани, который якобы что-то там с Анквабом, какие-то имел дела, какие-то гешефты, то ли он украл, то ли у него украли, но неприятный осадок остался. Осадочек остался, да. Тема эта была. И, безусловно, вот знаете, для абхазского политического дискурса что характерно? Вот что я говорю моим студентам, а не только им, но и, так сказать, дядям и тетям постарше, да, которые в кабинетах сидят. Важно понимать, что в абхазском дискурсе вопрос какого-то внешнего влияния, он часто используется инструментально. Не потому, что вот этот человек прогрузин или он протурецкий. Это возможность, во-первых, сформировать образ себя как уникальных патриотов.
Вот есть какие-то патриоты такие неправильные, которые там, если надо, там за 5 копеек родину продадут за углом. А мы правильные, только мы. За нас голосуйте, и все, и не пропадете. Второй – это посыл в Москву. Ну, давайте скажем честно, но поскольку мы уже с вами определились, что тема Абхазии все-таки не самая приоритетная, часто этим направлением занимаются где-то, скажем честно, по остаточному принципу. И человек, который Абхазией глубоко не занимается, он может на такие вещи и купиться, да, сказать, слушайте, там, наверное, какой-то заговор, давайте вот этих ребят поддержим, они правильные, а то черт его знает, то грузины, то турки придут, заберут, лучше вот от греха подальше, да. Плюс у нас все-таки достаточно разная политическая культура. Опять же, не потому, что абхазская плохая, российская хорошая, наоборот. Большая ядерная сверхдержава, где без государства плохо будет. Будет что-то, знаете, так сказать, в спектре между Пугачевщиной и Ичкерией, да, вот как-то так. Нужно мощное государство, вертикаль, определенное, так сказать, влияние. Нельзя слишком вожжи отпускать. Но в Абхазии это не очень работает. Здесь такая вольница, да. Абхазская демократия, она настолько интересна, что про нее стали писать одно время даже люди на Западе, которые, в общем-то, изначально не были сторонниками этой абхазской демократии. Я помню первые труды таких вот исследователей постсоветских конфликтов, де-факто государств, как, например, норвежские исследователи Пол Колста, Хельги Блекесрут, ирландский исследователь Донакау Бакхойн. Это исследователи очень грамотные, но при этом их первые труды, еще работу Скотта Пега я назвал бы, один из первых вообще на Западе, кто стал всем этим заниматься, они были в отношении Абхазии, знаете, плюс-минус господа в пробковом шлеме. Какие-то абхазы, коммунисты, что-то они там куда-то смотрят на Россию, в общем, нехорошие. Когда эти люди стали глубоко в материал входить, а кое-кто, Донакау Бакхойн, даже приезжать в Абхазию, его супруга, кстати, занималась интересной темой, это гендерные вопросы в Абхазии. Как абхазские женщины, так сказать, сформировали образ не какой-то забитой горянки. Да? Вот я всегда рассказывал тоже, да, вот этот образ, что это горянки какие-то, да, подойди к этой горянке, скажи пару слов, да, так тебе объяснить, что мало не покажется. Женщины свободнее, чем в любой европейской стране. Но вот когда люди это увидели, узнали, они стали писать, действительно, смотрите, власть в Абхазии передается путем выборов. Несколько президентов вообще в результате протестов ушли. Да, вот опять же, здесь нет уникальности. Смотрите, да, 2014 год, Александр Анквап уходит в результате массовых протестов. Дальше, год 20-й, Рауль Хаджимба, который там с 4-й попытки становится президентом, наконец, уходит, даже выиграв выборы. Правда, там со статистической погрешностью, но тем не менее он их выиграл и ушел. Это 3-й раз получается. Что здесь нового? Мы уже отметили сюжет, связанный с российским влиянием. И еще бы я отметил одну важную новую черту, которая ломает прежнюю абхазскую, скажем, нормальность. Это то, что раньше оппозиция после массовых протестов приходила к власти. Вот ежели выступали оппозиционеры против Анкваба, они и пришли к власти. На тот момент это были хаджимбисты. Потом условные анквабисты, багапшисты, да, выступали против Хаджимба. Вот их человек, Аслан Бжания, стал президентом. Бжания ведь тоже был оппозиционером. Я, знаете, вот несколько раз с этим человеком общался, и было очень интересно наблюдать, слава богу, я вот в данном случае равноудаленный, да, вот как человек, Бжания, это же один человек, да, оппозиционер вдруг превращается в президента. Но это как будто два разных человека совершенно. А он ведь был оппозиционером, притом оппозиционером таким серьезным, да, который прессинг испытывал определенный, который боролся, который отстаивал свои права. Была история с отравлением. Очень многие симпатизировали ему искренне и так далее, даже не будучи сторонниками. Как так? Человек молодой по большому счету, да, вот попал в такую неприятную историю. Вдруг он становится президентом. Какая-то сталь в голосе появляется, да, такая генеральская вот манера общения и так далее. Сейчас Аслан Бжания ушел в отставку. И сейчас, несколько месяцев назад, да, но не побеждает оппозиция. И в то же самое время, можем мы говорить о том, что Бадра Гумба это просто вот преемник Бжания? Я так не могу сказать. Очень многие заявления, очень многие действия Бадра Гумбы показывают, что он взял определенную дистанцию. Он, с одной стороны, говорит о том, что важна стабильность, важно, чтобы решались проблемы в
каком-то диалоговом пространстве, законными путями, а не на улицах, не в ходе протестов. Но в то же самое время, да, ведь что стало триггером протестов? Соглашение между Абхазией и Россией, инвестиционное соглашение, потом инициатива по апарт-отелям. Апарт-отельную инициативу остановили, перешли к соглашению, потом и оно провалилось в результате. Но ведь Гунба говорит о том, что мы к прежнему варианту возвращаться не будем, мы попробуем новый вариант. Более того, эту позицию начинают активно проговаривать российские чиновники. И Новак об этом говорил, и, в общем, Кириенко чуть в менее, так сказать, прямом, косвенном, скорее, ключе. Тем не менее. То есть, я-то, конечно, продолжаю это дело, но немножко иным способом. Да? То же самое касается, я думаю, надо посмотреть на ближайшее время, какие будут кадровые назначения. Это тоже важно. Мне кажется, что определенное дистанцирование будет. А что касается другой проблемы важной, но в абхазском обществе это очень глубокий раскол на самом деле. При том, что вот если говорить о ключевых фигурантах и рядовых людях, это часто ведь не совпадающие вещи. Я знал людей, которые были и в разные времена, условно там арзенбистами и анквабистами. Да? Вот если говорить о рядовых людях. Вот если мы говорим там не о тех, кто занимал министерские позиции и так далее, ну какой-нибудь там условный там вот дядя Тимур, тетя Саида, да, они могли менять эти позиции. Но интересная была ситуация в том, что часто оппозиция, когда она была не во власти, она какие-то идеи озвучивала, которые, придя во власть, не хотела реализовывать. Я помню прекрасно, когда сторонники Анклава, Багапша говорили о том, что, ребята, в Гальском районе живут грузины, там, мингрелы, да, как вы говорите. Ну, надо их интегрировать, иначе это будет пятая колонна. Зачем? Да? Надо как-то налаживать отношения, пусть голосуют, пусть втягиваются, иначе Тбилиси будет определять их повестку. Оно нам надо, не надо. Потом они приходили во власть, и уже их оппоненты, те же хаджимбисты, говорили, ну, надо же вот заниматься этим мингрельским населением. А те, кто пришел во власть, говорили, ну, давайте не спешить. Ну, мало ли, вот, поспешность не нужна и так далее. То же самое касалось и разного рода соглашений. Вот у нас много появлялось публикаций, вот от Гуры Арзенба, он такой там плохой, нехороший. Но я напомню, что он был вообще-то министром, вице-премьером при Хаджимбе. Знаменитое соглашение, которое в 2014-2015 году было тогда, да, договор о партнерстве между Абхазией и Россией, так он же его реализовывал фактически. Получается, что, находясь во власти, он эти вещи проводил, связанные с интеграцией с Россией, кооперация, партнерство и так далее. Но, когда стал в оппозиции, начал говорить о том, что нельзя, так сказать, поступиться национальными интересами, ни пяди земли и так далее и тому подобное. То есть, вот такая интересная ситуация, когда власть и оппозиция друг друга меняют, при этом устойчивых институтов не создается. При этом есть проблема, действительно, а какая новая повестка? Вот еще интересная история с вашими выборами. Я об этом тоже писал и повторюсь, наверное, это важно. Это то, что впервые в Абхазии приходит к власти человек, который непосредственно не участвовал в военных действиях. Но он был ребенком. Да? 81 год – это все-таки не возраст. Война началась в 92-м. 11 лет – все-таки недостаточный период. Это дети войны, да, но это не те, кто вот реально там стоял над картой, планировал какие-то операции, занимался экономической или лоббистской деятельностью, или информационным фронтом и так далее. Да, вот новое поколение. И заметим, что его оппонента Арзен, да, ключевой оппонент, он тоже такого же примерно возраста. То есть, уже выходят на авансцену политики, которые сформировались при новых реалиях, которые не помнят, по большому счету, абхазскую АССР в составе грузинской ССР, которые грузинский не учили, которые не жили с Грузией в одном общем государстве, для которых нормальность – это то, что, в общем, случилось в августе 2008 года. Опять, я сейчас даю безоценочное это суждение. Да, новое поколение. И, конечно, новое поколение должно представить определенную повестку. Потому что вот все чаще это можно услышать, когда приезжаешь в Сухум, в Гагру, в другие города. Этого раньше не было, это стало появляться. Когда более молодые абхазы говорят, слушайте, ну сколько можно говорить про 92-й, про разрушение? Да, это было ужасно, да, это было трагично. Слушайте, прошло 30 лет, ну пора уже, в общем, и дороги как-то построить, и дома, и отели, и зажить как-то, в общем, какой-то новой повесткой. Но сказать-то легко, сделать это сложно.
И вот мне кажется, что задача, которая сейчас стоит, вот вы завершили свой вопрос, что дальше? Вот проблема, которая с 2008 года не решалась системно. Вначале было несколько лет просто триумфа. Нас признали, здорово, ура, ура, ура. Потом оказалось, что этого недостаточно. Есть проблемы, связанные с институтами, и с криминалитетом, и с вопросами собственности, и права в целом. Они не слишком хорошо, не всегда удачно решались. Вопрос с Россией, как быть, да, потому что, с одной стороны, это мощный сосед, который признал, поддерживает, дает экономические определенные инструменты, и инструменты безопасности и так далее. И, кстати, вот мы говорим о том, что в ходе кампании, ну, она, так сказать, получилась в определенном смысле черно-белая. Хотя я, например, вот для того, чтобы какие-то материалы писать, в том числе закрытые, я провел интервью со всеми 5 кандидатами. Вот. Даже Отгур Хурхумал, который не так известен, я, тем не менее, нашел его контакт и с ним пообщался. Со всеми, потому что это должна быть репрезентативная выборка и прочее. Но вот некоторые кандидаты, тот же взять Олег Барциц, выступали иногда с таких ультра даже пророссийских позиций. Говоря там о военной базе, о Чемчира там и так далее. Главная база Черноморского флота и прочее. То есть вот этот запрос и понимание, что ну действительно, а куда без России? С другой стороны, есть какой сюжет, о котором нужно очень аккуратно говорить. Да, мы готовы, ну это я сейчас от вашего имени как бы говорю, да, мы готовы быть с Россией, мы готовы этот стратегический выбор делать, но, друзья, у нас есть тоже свои интересы, свое понимание. Да, мы маленький народ, у нас нет ядерной бомбы. Да, действительно, мы не можем диктовать правила, мы не те, кто будет определять мировой порядок, но мы тоже важны, у нас тоже есть вот свое что-то. Да, связанное с экологией, связанное с национальной идентичностью, с нашим представлением о прекрасном. Да, мы не хотим просто быть, так сказать, одним из регионов России и все, без своей специфики. И вот здесь, мне кажется, очень важно эти точки зрения как-то попытаться сопрячь, да, чтобы это было стратегическое сотрудничество, выгодное, взаимовыгодное, но с пониманием каких-то особенностей Абхазии, да, чтобы люди, которые туда приезжают, не воспринимали ее как, ну, такую, знаете, какую-то колонию удаленную, да, как просто там каких-то нахлебников. Мне это, честно говоря, немножко бесит, когда так говорят. Вообще во внешней политике и в вопросах безопасности часто не работают экономические резоны. Но понимаете, вот когда мы говорим, вот такая-то база или там такой-то объект, ну а что, скажем, американцы от Гуантанамо получают сплошные выгоды, что ли? Исключительно какие-то, так сказать, там нули в качестве эффектов? Нет. Есть понятие стратегического интереса и так далее. И потом, если говорить, да, почему-то, когда про абхазов-нахлебников пишут, забывают о многих абхазах, которые участвуют в СВО. Кстати, да и погибают там, между прочим. И это же тоже важно иметь в виду. Или вот предложение там по Чамчире и так далее. Эти вопросы Чамчиры всякий раз возникал, когда проблемы с Севастополем были, и были в прошлом, и даже в годы Великой Отечественной войны, когда Чамчира возникала как некая альтернативная база, когда Севастополь был захвачен немецко-фашистскими войсками и так далее. Вот мне кажется, это важно понимать. Вот эту тональность. Да, абхазы это не просто какие-то нахлебники, это люди, которые сделали выбор в пользу России, которым нужно помочь, безусловно. Вот мне кажется, это важный момент. Сделали сами, заметим, я вот еще этот момент тоже до конца докручу, потому что вот когда я общаюсь с моими европейскими коллегами, знаете, что их вводит в ступор отчасти в разговорах об Абхазии, о Крыме, да? Они могут понять, почему какие-то люди не воспринимают, ну, так называемые европейские ценности как само собой разумеющиеся. Понимаете? Ну как? Ну вот это же вам предложили. И чего вообще? Да, знаете, как в известном фильме. Что тебе еще надо, собака, да? Ты говоришь, да подождите, ну вот есть какие-то особенности, да, связанные с тем, с другим, с пятым и с десятым. Начинают входить в определенный ступор. И ведь даже несмотря на то, что были времена, когда Россия закрывала границу с Абхазией, я помню эти времена прекрасно. Я вообще человек не курящий. Но я тогда ходил по Сухуму с зажигалкой, я ее достал, потому что там просто не было света банально. Я помню прекрасно времена, когда надо было записываться на интернет. Этот пункт находился около Центральной республиканской больницы дня за 3. И я приходил, чтобы отправить какой-то там текст или что-то в университет.
а там сидели ребята и по часу играли в Doom. Я вынужден был ждать их, там уходить попить кофе, возвращаться, еще там уходить и возвращаться и так далее. Вот я такую ситуацию помню. Несмотря на это, абхазы, которые могли сказать на полном основании: смотрите, Россия не с нами, она поддерживает территориальную целостность Грузии, мы тут сейчас в НАТО пойдем, к примеру, да? Но ведь этого не было. Это важно. Понимаете, поэтому вот я бы, честно говоря, в разговорах про нахлебников был бы поосторожнее и вот это учитывал. И повторюсь еще один раз эту мысль. Надо анализировать ситуацию не только с точки зрения сегодняшнего дня, а заглядывать за какие-то определенные горизонты. Тогда нам многое станет понятно. Сергей Мирославович, еще один вопрос. В принципе, вы на многие мои вопросы уже ответили, которые я готовил к вам. Но есть еще одни опасения в нашем обществе. Грузия. Потепление отношений между Россией и Грузией. И почему-то вот, да, на фоне вот этих вот взаимоотношений начинают рождаться какие-то мифы, да, что вот сейчас нас могут сдать обратно, потому что в Грузии пришло лояльное правительство, лояльное России, и теперь вот Абхазия может стать предметом торга. На самом деле, на мой взгляд, ну, если копнуть глубже, да, то ничего такого в Грузии не произошло, никто в сторону России не повернулся. Вот, чтобы развеять этот миф, ваши аргументы. Ну, вы знаете, я всегда говорю, опять же, и молодым моим будущим коллегам, я бы так сказал, которые, кстати, уже начинают писать. У меня несколько учеников выбрали тему Абхазии и пишут, и уже даже статьи публикуют. Я этому очень рад. Значит, есть продолжение этого интереса в нашем экспертном сообществе. Я надеюсь, что оно будет. Ну вот им говорю и говорю, так сказать, большим нашим начальникам, что прежде всего матчасть. Итак, что в Грузии? В 2024 году в Грузии никакая новая сила к власти не пришла. Это та самая грузинская мечта, которая правит с 2012 года. Это та самая грузинская мечта, которая заключила ассоциацию с Евросоюзом в 2014 году. Это та самая грузинская мечта, которая получила безвизовый Шенген в 2017. Это та самая грузинская мечта, которая получила, именно в ее правление, Грузия стала кандидатом на вступление в ЕС, правда с опозданием в 2023 году, но стала. Этого никто не отменял, кстати. Когда говорят о том, что правительство грузинское, да, и так до кучи, это правительство получило, хотя это статус неформальный, привилегированный член НАТО, но тем не менее, на саммите НАТО в Уэльсе это все произошло. Грузинский контингент, именно при грузинской мечте, я хочу это особо подчеркнуть, был одним из важнейших контингентов в Афганистане. Хотя Афганистан далеко, на абхазскую или другую тему он никак не влияет, но он был по численности самым крупным не натовским контингентом союзников США, не натовским. Но он по численности был, например, больше германского контингента, чтобы было понятно. Это все при мечте. Вот при Саакашвили этого всего не было. Хотя он был большой фанат движения на Запад, но все плюшки получила именно грузинская мечта в этом направлении. Теперь смотрим, да, грузинская мечта победила. А что случилось? Разве Грузия перестала употреблять термин «оккупация» в отношении России? Нет. Не так давно Каха Каладзе, известный футболист, мэр Тбилиси, сказал, что Россия может способствовать нормализации. Начнет пусть с деоккупации. Это слова Каладзе, это не слова какого-то там российского журналиста. Ираклий Кабахидзе, пожалуйста, интервью Евроньюз. Мы можем продолжить переговоры о евроинтеграции при учете грузинских интересов. Так. Тот же самый Кабахидзе буквально на днях говорит о присоединении Абхазии и Южной Осетии, да, мирными способами, но мы знаем, что в России другой подход, Россия признала эти образования. Это вот то, что касается матчасти. Теперь некоторые политические, практические соображения. Во-первых, Грузия не собирается разрывать отношения с Западом. И свидетельством тому является то, что недавно парламент Грузии проголосовал за новую версию закона об иноагентах, которая фактически списана с американского закона ФАРа, Foreign Agents Registration Act 1938 года. Такого не было даже при Саакашвили, который считал, что все американское самое лучшее в мире. Для чего? Чтобы послать сигнал Трампу. Я напомню, что Трампа обожает грузинская власть просто как божество. Говорит о том, что это совершенно замечательный лидер, с которым надо выстраивать отношения. Но тут есть две загвоздки. А мы уверены с вами, что грузинская мечта, которая
допускает нормализацию отношений с Россией, которая говорит о том, что мы за Европу, но с уважением грузинских интересов. Не сами по себе, вот, а нас надо тоже уважать, да? Что завтра это правительство останется у власти. Что, митинги закончились? Нет. Вы скажете, ну там подумаешь, там оппозиционеры, они там 100 человек. Ну сегодня 100, завтра 200, там потом 300. Как экономика пойдет, какая инфляция, мы же не знаем с вами многих вещей, как это будет. Получается, что же тогда? Мы должны Абхазию распризнать, чтобы потом признать опять? Да. Я напомню также, что 38% в общей сложности – это оппоненты мечты. 38, не 5, не 10, 38. Тех, кого можно, ну, условно называть, там плюс-минус коллективный Саакашвили. Хотя в рамках коллективного Саакашвили, самого индивидуального Саакашвили многие не любят. Очень сильно. Включая даже его ближайших соратников, которых он просто достал. Своей экстравагантностью, своей эмоциональностью, своей деструктивностью и так далее. Но 38% это много. Если мы с вами возьмем социологию, ну, скажете, Евробарометр не самая объективная социология. Окей, дайте другую. Другой нет. Антироссийские настроения очень высоки. Я знаком с грузинскими публикациями и могу сказать, что многие авторы, притом авторы, которые являются довольно неплохими исследователями, например, Корнелий Какачия, говорят об опасности российских релокантов. Это при том, что российские релоканты, ну, в общем, достаточно с симпатией относятся к Грузии и с несимпатией к российскому режиму. Тем не менее, даже в них многие грузинские авторы, повторюсь, среди них есть и довольно хорошие авторы, усматривают угрозу. Поэтому степень вот этого переворота в Грузии я бы не переоценивал. Что там происходит, вот чтобы мы понимали. Это попытка такой национализации евроатлантического выбора. То есть подобные вещи были и вот в странах Варшавского договора. Вот была Румыния, которая была членом СЭФ и членом ОВД, но при этом она отказывалась вводить войска в Чехословакию. Да, не потому, что Чаушеску был большим демократом, тот еще был демократ. Но он понимал, что сегодня в Чехословакию, а потом, глядишь, Румыния чем-то будет неугодна, и туда введут лучше, я, так сказать, сам по себе. Да? Чаушеску совершенно делал прекрасные штуки, когда его академики спорили о том, что Бессарабия, Буковина была там не вполне законно Советским Союзом возвращена, а когда Леонид Ильич Брежнев, там Юрий Владимирович Андропов сетовали, он говорил, а это академики, это не я, это не партия. Это вот у нас Академия наук свободна. Понимаете, при этом он был членом социалистического содружества. Вот Грузия, она хочет примерно такого. Ну вот среди стран евроатлантического сообщества такой страной Венгрия является. Вот Виктор Орбан. Он антикоммунист, он последовательный сторонник сближения с Западом, но при венгерских интересах. Вот когда вопрос о миграции, сори, говорит Орбан, не надо. Не нужно нам ближневосточных, так сказать, жителей в большом количестве. Или там какое-то проникновение европейских там ревизорских структур, да, контрольных. Тоже не надо. У нас свой суверенитет. Турция, пожалуйста. Что у Эрдогана есть союзничество с США. Да, это военные союзники. При этом Эрдоган говорит о том, что у нас есть свои интересы, пожалуйста. По вопросам курдов, например, да, США и Турция не совпадают. Абсолютно не совпадает. Грузия пытается сейчас добиться определенной субъектности. Вот если при Саакашвили был подход хоть тушкой, хоть чучелком куда-нибудь в евроатлантическое сообщество, то Иванишвили говорит, нет, ни тушкой, ни чучелком. Давайте вот при нашем голосе. Да, мы маленькие, да, мы, может быть, не самые главные, но давайте нас уважать. Помните, как у Высоцкого? Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Да, вот давай нас попробуем уважать. И здесь Запад пока делает, ну, я считаю, нам определенный подарок, потому что он Грузию отталкивает. Не столько Грузия бежит куда-то в сторону России, сколько Запад. Своими, так сказать, увещеваниями по поводу там, нарушений демократии, прав человека. Почему-то соседний Азербайджан, там эти права человека не слишком Запад замечает, там замечает, но чуть-чуть, до определенного, так сказать, параметра и так далее. И не рвет отношения с Ильхамом Алиевым, особенно в том, что касается экономики. Вот тут, так сказать, вполне себе, да. Грузии какие-то требования выдвигаются. Это не нравится части грузинской элиты. Повторюсь, не всей элите. Части. Возможно, Бедзине Иванишвили удастся каким-то образом вот эту, так сказать, группу коллективного Саакашвили отсечь. Окей. Означает ли это, что с Россией будет все однозначно и замечательно? Нет. Я напомню, что в 2019 году была так называемая ночь Гаврилова, да? Когда конфликт у Москвы был с грузинской мечтой, между прочим. Да. И давайте не забывать, что русский фактор
Это фактор внутренней политики Грузии. А мы будем ругать русских не для того, чтобы реальная какая-то там геополитика строилась, а мы избирателям скажем: ребят, вы не голосуйте за Саакашвили и компанию, потому что у нас больше оснований быть патриотами. Сейчас многие, конечно, вот многих вводит в заблуждение тот момент, что говорят так, что смотрите, ну там же целая комиссия парламентская, она расследует 2008 год. Саакашвили обвиняют в госизмене. Сейчас вот его осудят и, возможно, добавят какие-то там новые статьи, сроки и так далее и тому подобное. Депутатов там вызывают давать показания. Уже доказано, что первым приказ дали на стрельбу в Цхинвале именно грузины. Даже грузинский генералитет начинает уже это признавать, что еще 7 числа, так сказать, в ночь 7 на 8 там, такой приказ был дан и прочее. Но это ведь не говорит, опять же, о том, что Грузия будет готова признать Абхазию и Южную Осетию. Она говорит, что наш лидер Саакашвили был неэффективен. Да? Вот если позволите себе, хотя это не академический, сейчас студенты посмотрят и разочаруются, скажут: ну нельзя так, Сергей Мирославович, да? Но если по-простому, их задача показать избирателю, да, что вот Саакашвили, он такой лох, да? Вот он облажался, извините меня, он проиграл, он силы не рассчитал, а если бы рассчитал, если бы был похитрей да поумней, не было бы такого. Вот о чем речь, а не о том, чтобы там русскую правду признать и сделать основной. И последний, пожалуй, тезис по поводу нормализации как вызова для Абхазии. Я не считаю, что нормализация отношений с Грузией – вызов для Абхазии. Если у нас с Грузией найдутся определенные точки соприкосновения, их можно найти поверх Абхазии и Южной Осетии. Это вопрос и Ближнего Востока, и исламистского радикализма, и много других тем на самом деле. И незаконной миграции, и терроризме, и там, взаимодействия по линии православных церквей можно эти темы. Это будет хорошо, потому что в этом случае, знаете, перефразируя классика, Грузии будет что терять помимо своих цепей конфликта. Да? Появятся определенные темы. И как раз когда Украина или западные партнеры Грузии пытались ее подтолкнуть к большей антироссийской позиции, какие были аргументы Грузии? О чем говорил Ираклий Гарибашвили, на тот момент премьер-министром в 2022 году? 3 миллиарда у нас доходы от туризма, 3 миллиарда у нас переводы из России в Грузию, и тоже 3 миллиарда – это винная продукция и продукция сельскохозяйственная, которая идет в Россию. Ну и хорошо. Пусть у нас появляются определенные точки, которые будут заставлять Грузию быть рассудительной. Никто не говорит, что она будет пророссийской или проабхазской. Мы этого и не требуем, и не можем требовать. Естественно, любой грузинский политик будет исходить из своих интересов. Но из своих интересов желательно. Не интересов какого-то внешнего дяди, какого-то фонда, а своих интересов. А Грузия должна быть заинтересована, я в этом уверен, в нормализации, чтобы не стреляли. А договориться о статусах, о чем-то другом можно, если есть воля, желание, не сейчас, не здесь, не сию секунду. Что касается Абхазии, мне очень кажется важным месседж, который на самом деле эти российские политики говорили, об этом Сергей Викторович Лавров говорил, о том, что вопрос Абхазии, он особый. Это же не крепостные крестьяне, да, которые, так сказать, мы от помещика Дубровского к помещику Троекурову отдадим за борзых щенков. Да? Это неправильная постановка. Она по-человечески неправильна прежде всего. Даже там без всякой геополитики. По-человечески неправильно. Поэтому давайте обсуждать, давайте понимать. А в Грузии, мне кажется, будет постепенно расти осознание того, что в Абхазии ведь тоже живут люди. Да? Мы говорим, влияние России огромно, без прецедента. Все так. Но если бы там люди не хотели этого сближения с Россией, а мечтали бы все дружно пойти в Грузию, наверное, была бы иная повестка дня сегодня. И, наверное, может быть, не с вами, а с кем-то другим я бы обсуждал эту повестку. Но у нас другая повестка есть. Поэтому я бы не стал говорить о том, что такая сделка реалистична, уместна. Но вообще возможно, да. Но обсуждать подобные вещи, если вопросы есть, нужно. Потому что иной раз говорят мне коллеги: ну слушай, это ж несерьезно, как там, зачем это обсуждать? Ну, повторюсь, вам в Москве так не кажется. Там среди 150 тысяч политологов кажется иначе. Почему? Смотри все, что я сказал выше.
Еще вопрос, Сергей Мирославович. Опять возвращаясь уже к нашей внутренней повестке. Да? Эти выборы очередной раз показали, что в обществе очень серьезный раскол. Мало того, и они еще вдохнули жизнь в старые фобии, да, националистического толка. Да? Поднялся национальный вопрос. Там, вот, если вы наблюдали, там вопрос армянского населения в Абхазии, да, и я в своих подкастах говорил, что это очень опасная тема, очень шаткая дорожка. И коль скоро Москва выступает медиатором внутренних наших процессов, вот как вы видите, на мой взгляд, первая задача объединения народа, да, и должна быть некая идея. На ваш взгляд, какие действия должна нынешняя власть, первые шаги сделать в этом направлении? По объединению. Это либо какая-то новая идеология, либо какие-то практические шаги. Потому что 41% это не маленькая цифра. Вы говорили о 38 в Грузии, а 41 сторонников, скажем, той же оппозиции от Гура Ардземба. Причем, если говорить более детально и более внимательно отнестись к фигуре самого Отгура Ардземба, ведь даже в оппозиционной среде он не был безусловным лидером, да, еще вот на первых выборах, да, говорят, что он там подрос, это видно, да, как политик, но тем не менее люди выбрали эту идеологию, да, то есть с этой стороны, да, пошли за оппозиционными лидерами. И раскол усугубился, вы видели, что мы были на грани там совершенно непредсказуемых и неуправляемых, да, процессов, но, слава богу, мы это как-то проскочили. И вот сейчас задача власти, задача оппозиции, народ опять воедино собрать. На ваш взгляд, как? Ну, я думаю, здесь можно даже не забираться на высокий там, идеологический уровень, начать просто с человеческого. Прошу прощения за тавтологию, перестать расчеловечивать оппонентов. Ваши оппоненты, они тоже люди, у них есть определенные группы поддержки, ресурсы популярности, понимаете? У меня есть, как у эксперта, свои, так сказать, и критические оценки всех лидеров. Да, я не буду, допустим, в эфире это озвучивать, в каких-то там закрытых материалах могу себе это позволить, но понятное дело, что проблема ведь не в Отгуре-то как таковом. Совершенно верно. С моей точки зрения, наделал много ошибок, и много было такого, знаете, может быть, в период кампании эгоцентризма, да, изображения себя как такого мессии. Все было, безусловно. Я думаю, здесь есть и психологический фактор, есть и фамилия говорящая, есть и момент, связанный с тем, что, как и его бывший шеф Хаджимба, ну, человек, знаете, вот уже близок к цели. Знаете, как вот русская пословица: близок локоть, да не укусишь. Да? То есть, вот, казалось, ну, не то что шаг, полшага, и все. Вот она цель. Вот с Хаджимбой, кстати, сыграла это в свое время такую роль трагическую. Я лично знаком с Рулем Джумковичем и не могу ничего плохого, только наоборот сказать. Да, он всегда был готов встретиться, пообщаться, был довольно всегда открытым человеком. Я думаю, что такими и остается. Но перегорел в какой-то момент. Да, вот. У Анкваба, мне кажется, тоже была похожая схема. Да? Много лет борьбы за власть. И оба эти люди, так сказать, оба человека достаточно неординарные. Мне кажется, начать с человеческих отношений. Потому что то, что мне не понравилось, вот лично, опять же, я здесь сейчас на уровне человеческих отношений говорю, ну, не было такого, скажем, здесь, пожалуй, я с вами соглашусь в этом измерении по поводу уникальности, чтобы один говорил: а вот с этим я не буду общаться, да, потому что он там плохой человек, да, оппозиционер, а этот там продался властям. Ну, что значит продался властям? Ну, и одного, и другого есть свои резоны. Власти говорят: слушайте, ну, вы вашими митингами мешаете налаживать с Москвой отношения. Москва сейчас в конфликте. Очень серьезное санкционное давление, давление Запада кое-какие ориентиры сбивает. Да, это способствует такому, извините, охранительному принципу. Да? Если на нас давят, мы уже начинаем, так сказать, и то, что не видеть, видеть как бы. Это очевидно. Да. Но других писателей нет. Они говорят: ну давайте, может, там не митинговать, ну конструктивнее, ну не получится, ну сейчас не 5-10 лет назад. В этом есть резоны абсолютные. Ведь не будет инвестиций широких из других источников. Из Турции не будет. Турция банально не будет себе конкурента поддерживать сама собственными руками в Черном море. Зачем, когда есть Трабзон, есть Анталия, есть много чего другого. Так.
И плюс стратегические резоны там в сотрудничестве с Грузией есть, очевидно. Турция ведь в своих документах официальных, это тоже важно, всегда говорила о территориальной целостности. Всегда, четко. Так называемое там правительство Абхазии и так далее. Тут не надо иллюзий испытывать по этому поводу. Это как бы один момент. Но оппозиция, у нее тоже есть резоны. И серьезные, к ним надо прислушаться. Они говорят, слушайте, ну мы понимаем, что Россия, ну неужели, черт возьми, нельзя пригласить нас там пообсуждать какие-то вещи? Ну мы же не враги своего народа. Ну пригласите нас, мы побузим немножко, в конце концов какой-то будет рациональный выхлоп из этого всего. Мне кажется, что вот здесь на человеческом уровне прежде всего. Что касается новой идеи. Понятно, что Россия, так сказать, цитируя Лермонтова, да, за гранью дружеских штыков обеспечивает определенное развитие. Но тут ведь важно перейти именно к повестке развития. Может быть, вот новое поколение абхазских политиков, кстати, я здесь не делю на властную и оппозиционную, все равно с этими людьми придется разговаривать так или иначе. Не лично с Адгуром Арзенба, с какими-то людьми, кто за него голосовал. Может быть, по ошибке, по заблуждению, по иллюзии. Сейчас мы не забираем. Там много всего было. И иллюзии были, и ошибки, и все прочее. Но люди есть. Критиковать они будут. Поэтому для устойчивости власти, вот если не одним избирательным циклом мыслить, а широкими, так сказать, перспективами, так можно ж в объятия заключить даже противника, да, и в конце концов сделать его, так сказать, работающим ради тебя. И опять повторюсь, у Абхазии есть этот опыт, есть на что опираться. Вот я так задаю себе вопрос, а что, Багапш так любил Хаджимба? Нет. И наоборот. Но в конце концов, дело же не в любви. Два серьезных мужчины, два серьезных политика, умных политика сели и договорились. Да, мы сейчас идем вместе, общим тандемом. Повторюсь, не про любовь дело. Не в любви там были соображения. Можно говорить и об очень уважаемом мной человеке Сергее Мироновиче Шамбо, с которым я много лет общаюсь, и он всегда, ему можно в любое время позвонить, что-то спросить, обменяться мнениями. Ведь и у Сергея Мироновича нельзя его было называть прям стопроцентным сторонником Багапша того же самого, да, или Анкваба. Но он вот пытался такую третью силу как бы. Его опыт как модератора, как переговорщика, грамотного переговорщика был востребован. То есть в Абхазии эти традиции. Это не то, что вот надо их с нуля изобретать. Есть эти вещи. А если говорить о каком-то уже сверхопыте, наверное, все-таки Абхазия для жизни. Вот, да? Так, страна души, страна для жизни. То есть не страна для конфликта, не страна, которая будет только преодолевать, да, в которой заживет наконец. Да? Вот мне кажется, что последние такие интересные инициативы, которые касаются и инфраструктуры, и развития транспортных коммуникаций, и расширения контакта в Абхазии не только с Москвой напрямую, но и с регионами. Там вот Татарстан приезжал, да, как один из динамичных регионов России, там другие регионы. Это важно. Чтобы не только там Краснодарский край, да, понимать, что большая Россия, пусть и Татарстан, пусть там Ханты-Мансийск и так далее, сотрудничают. И появляется повестка вот именно для чего жить. Не от чего, не негативная повестка, а позитивная. Вот если политикум абхазский на этой рельсе станет, мне кажется, будет успех. Это не просто, конечно, но общими усилиями, думаю, вполне решаемая задача. На мой взгляд, это дорога с двухсторонним движением. Вот как раз о роли России хотелось бы поговорить в этом. Да? В какой-то момент после выборов многие сказали, да, вот это и муссируется тоже в обществе. Вот мы сегодня проснулись там 2 марта в другом государстве. Хотелось бы понимать, да, что вот это вот политика, которая продолжается во время выборов, да, информационная, чтобы она в практическую не перешла, чтобы действительно не начали вешать там, уже не в инфополе там ярлыки про турецкость, а уже обвинять, значит, и применять какие-то санкции. Народ напрягся на самом деле. Как это купировать и как это отыграть назад, наверное, если получится, да, или как-то изменить, наверное. Я вас понял. Но, как всегда, у вас в одном вопросе скрыто много. Я тогда вот на этот ваш объемный вопрос отвечу, и, наверное, мы будем завершаться. Да. И тем более, мне кажется, что он действительно самый важный. Вы самое важное это как-то к концу оставили. Насчет того, что проснулись в другом государстве. Мы с вами каждый день просыпаемся в другом государстве, потому что жизнь меняется. Она не стоит на месте, и изменения есть всегда.
Я бы не И сказал, это неплохо. И это неплохо, да. Что касается российской политики, тут есть несколько моментов. Повторюсь, страна, которая находится в достаточно масштабной конфронтации с западным миром, испытывает серьезное давление, она, хотим мы того или нет, приобретает большие черты то, что называется секьюритизацией, когда резоны безопасности начинают управлять. Да. А это такая штука, если они уж начинают управлять, то трудно какие-то вещи ограничивать. Есть второй момент. Это все-таки не первостепенное значение Абхазии, поэтому можно на это направление людей поставить и не вполне, так сказать, качественно в нюансах разбирающихся. Если у нас уже угроза отечественной опасности, давайте попробуем перебдеть. Вот заметим, что первые, так сказать, орудия главного калибра ведь по Абхазии не говорили. Ну что, вы слышали от Путина, что там протурецкие шпионы. Кириенко про это не говорил. Нет, конечно. И не говорил об этом Лавров и так далее. Об этом говорили, так сказать, политтехнологи. Да, почему, ну вы можете резонно сказать, почему их не одернули? А потому что вот эта атмосфера, она формирует какой подход? Ну, знаете, может быть, здесь лучше пережать. А то мало ли, кто там чего. Следующий момент. Почему сейчас я в роли адвоката некоторого попытаюсь выступить российской стороны. Странно было бы, если бы я этого не делал, да? Будучи россиянином, будучи... Так я не обвиняю, просто хочу разобраться. Это не обвинение. Да. Мы же не в суде, не вопрос обвинения. Да? Мы разбираем аргументы. Некоторые ведь проблемы, которые в Абхазии есть, они действительно есть, которые Россию волнуют, да? Мы помогаем, мы оказываем определенное экономическое воздействие, там, содействие и так далее. А вы срываете это тем или иным моментом. Понимаете, в Москве привыкли все-таки какие-то ключевые стратегические решения принимать иначе, в иной несколько политической культуре, да, замкнутой. В Абхазии она маленькая. В Абхазии что там замкнешь? Ничего. Замкнешь и окажешься, так сказать, в отставке быстро. Да? Поэтому иначе все воспринимают. Но поскольку у нас получилась ситуация уже много лет, и Украина, и Армения, отчасти Грузия, да, когда вот эти митинги, протесты, как бы все эти, так сказать, разговоры про демократию приводили, к сожалению, к антироссийским действиям. Зачастую. Да. И у многих чиновников в голове сформировалось, если хотят какие-то протесты, критика точно будет антироссийская. А это не всегда работает. Понимаете, это все сложнее на самом деле. Ведь многие деятели, скажем, я не буду сейчас никого называть по фамилиям, да, потому что не будем рекламу делать, но ведь некоторые деятели, скажем, не всегда адекватно себя вели в отношениях там, и с властями, и с оппозицией и так далее. Надо ли было такие жесткие меры принимать или нет, не знаю, чем в конце концов руководствовались. Тут по каждому, наверное, нужно разбирать отдельно. Вот, какие-то сюжеты. Некоторые, например, решения у меня вызывают больше, скажем так, аккуратно вопросов. Я не очень понимаю по Иналу, например, Хашигу. Я его знаю множество лет. Чтобы он хоть раз написал про Россию что-то плохое, не было этого никогда. Вот. Притом он всегда был критичен и к власти, и к оппозиции, вот уж точно. И тех, и других, так сказать, бил направо и налево. По некоторым персонажам все-таки, может быть, стоило принять какие-то жесткие меры в силу их, скажем так, не вполне адекватных действий и заявлений. Притом не просто заявлений, а действий. В любом случае, как мне кажется, нужен какой-то индивидуальный подход. И все-таки, условно говоря, в поле должны работать специалисты. Обязательно. Тогда мы сможем вот эти наши проблемы, которые возникают, фобии, они возникают не первый год. И вот вы сказали про блокаду, были ситуации там 4-5 года, я ее вспомнил в начале нашего разговора и так далее. Выходили из этой ситуации. Если есть общее понимание, можно подобного рода вещи преодолеть, крайности убрать, мне кажется. Если будет понимание того, что и власть в Абхазии сделает действительно многое, чтобы быть легитимной в полном смысле слова, то есть поймет, что важен диалог, важно от каких-то крайностей отказаться, Россия примет это, безусловно. Я не уверен, что в планах России там заходить и там каждую школу, каждый там участок, каждый там полицейский пост регулировать в Абхазии. Я думаю, что этого нет.
Есть просто вот ситуация, когда ставки предельно повышены, опасение того, что пережать лучше, чем не дожать. Вы это тоже поймите, да? Я сейчас не призываю принять эту позицию полностью, сказать, что вот вы должны с ней согласиться. Но так в голове где-то отложить, прокрутить эту логику, да, лиц, принимающих решения, тоже важно. Для общего нашего понимания. Вот. Ну а с нашей стороны понимание нужно того, что маленькая республика, в ней иначе несколько вырабатываются решения. Это небольшая Россия. Вот, где там вся страна на площадь не выйдет. В Абхазии это довольно просто сделать. Вот. Вот эти особенности, условно говоря, друг друга, они должны как-то быть приняты в расчет. Тогда мы избежим потерь. Ну, мне кажется, для этого нужна самая малость. Нужны просто в полях нормальные специалисты, которые хорошо вникают в ситуацию, и тогда все вопросы будут нивелированы в кратчайшие сроки. Я с пониманием того, что Абхазия это не что-то неважное. Вот это тоже нужно преодолеть. Что это что-то там, деревня какая-то. Вот. Именно такой подход существует. Здесь нужны хорошие специалисты. Вот. Но надеюсь, что в будущем все эти вопросы будут сняты, потому что они действительно в нашем обществе вызывают опасения. И, как говорят, значит, Сергей Владимирович назначен новым куратором Абхазии, человек опытный, человек как раз знает, он как раз про внутреннюю политику. И я думаю, что при некоторых действиях с его стороны, да, просто нам нужны специалисты, да, там, со стороны России, которые будут понимать ситуацию в Абхазии. Вот эти вот тонкости, ведь дьявол всегда в деталях. Конечно. Если их понять, а их не так уж и много, и если их понять, то здесь будет, как говорится, тишь да благодать, да, вот этого и хочется, да, хочется уже жить, как вы сказали, вот хочется жить. Я считаю, что любая страна для жизни, да, она не для чего-то другого, да, ну, хочется, чтобы Абхазия была уже действительно для жизни и для развития. Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Вам спасибо за приглашение. Мы внимательно следим за вашими публикациями и, если что, всегда готовы обратиться к вам с советами и всегда ждем ваших новых идей по поводу Абхазии, ваших пожеланий и ваших советов. Потому что, насколько я понимаю, вас слышат. Как вы говорите, те большие дяденьки и тетеньки. Спасибо большое. Спасибо. История государственной Абхазии.